Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 16 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Это среда у нас. Карта девятка мечей. Карта дня. Что будет помогать, что будет мешать. Так. Итак, у нас девятка мечей говорит о том, что мы слишком переживаем, у нас очень много мелких каких-то событий, которые нас дергают, скажем так, по пустякам, да, и мы придаем значение здесь всему абсолютно, что говорят о нас другие люди, мы переживаем о том, что не реализовалось, может быть, в жизни. Мы переживаем о том, что будет завтра, да, что будет через месяц и так далее. То есть у нас нет никакого покоя в душе, и мы все время крутим какие-то мысли в голове и не можем никак остановиться. И это нас состояние преследует и днем, и ночью. Да. Что можно сделать в такой ситуации? Девятка мечей – карта, по сути, которая заставляет нас двигаться, работать, воплощать желаемое, решать проблемы именно в материальном мире. То есть из такого плана эмоций и мыслей перейти на план действий. Как только мы это начинаем делать, сразу все проблемы отступают, и мы по очереди здесь все решаем, и никаких проблем не остается у нас. Девятка мечей у нас астрологически связана с Марсом в Водолее. То есть мы вот больше всего здесь боимся действовать именно против большого количества людей, против коллектива. Мы боимся сказать слово не то, да, мы боимся сделать что-то такое, что не понравится большинству. И вот это вот может нас беспокоить. Не хватает нам свободы, нам не хватает, может быть, уединения даже часто, да, то есть не хватает, может быть, собственной инициативы, может быть, мы вынуждены действовать по инструкции, так, как положено, так, как принято, а не так, как нам самим бы хотелось, да, так, как мы, может быть, мы хотим даже там поспорить, поссориться, возразить, но такое ощущение, что если мы это сделаем, то на нас это отразится как-то негативно, и поэтому мы молчим, мы терпим и страдаем. Вот эта ситуация, она все-таки должна разрешиться. Может быть, действительно стоит поговорить, может быть, действительно стоит начать делать то, что вы считаете правильным, может быть, стоит пойти даже против мнения других людей. И это все не так страшно, потому что карта говорит о том, что все наши страхи, они лишь только в нашей голове. Как только мы начинаем действовать так, как хотим, у нас сразу все налаживается. Вот, то есть вот таким образом день должен строиться. Что будет помогать? Семерка мечей – это замечательная карта в дополнении. Она говорит о том, что нужно действовать, может быть, где-то хитростью, да, не напролом идти, а вот именно в обход. Нужно все-таки свои интересы соблюсти, но не делать это как-то слишком демонстративно, чтобы не было вот таких сложностей и проблем, да, чтобы мы не нажили себе проблем. Если это касается взаимоотношений в паре, то же самое, да, есть много чего негативного у нас накопилось, да, но мы не решаем в лоб все вот эти вопросы, мы решаем их в обход, но себя при этом не обижаем, свои интересы соблюдаем. Теперь что будет мешать? Будет мешать шут. Вот знаете, когда мы реагируем как-то резко, когда мы кричим, ругаемся, когда мы, может, уходим, хлопнув дверью или еще что-то в этом роде, знаете, когда вот ведем себя так, как от нас не ждут, да, или, может быть, даже как мы сами от себя не ждем. Не нужно доводить до того, что у нас будет просто взрыв такой, да, то есть мы можем себя довести до такой ситуации, если не будем правильно действовать. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Выпадает паж пентаклей. Карта говорит о том, что можно сегодня встретиться со своим партнером, в общем, там, где мы зарабатываем деньги, там, где мы, может быть, реализуем какие-то свои способности и таланты. Для тех, кто в паре, тройка чаш. Это карта семейного какого-то торжества, просто таких прекрасных посиделок, может быть, романтический какой-то вечер, да. Тройка чаш – это у нас карта астрологически связанная с Меркурием в Раке, то есть общение,
дома, да, может быть, гостей пригласим, родственников, друзей. Это очень было бы хорошо. И, кстати, сегодня, чтобы разгрузить вот эту вот эмоциональность, которая у нас, ну, которая нас мучает. А для тех, кто в ссоре, 4 жезлов. Ну, замечательная карта для того, чтобы помириться, да, для того, чтобы поддержать своего партнера, для того, чтобы договориться о будущем. Вообще, эта карта, в принципе, свадьбы, да, у нас 4 жезлов, это карта очень, как бы, приятного окончания чего-либо, да, в данном случае из вашей ссоры может получиться что-то очень хорошее, да, вы можете даже договориться либо просто вместе жить, вместе быть, либо получите предложение руки и сердца и там договоренность о свадьбе, и вот все в этом подобном роде. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта звезда. Если вы давно уже в поиске, вот вы сегодня можете найти то, о чем мечтали. Если же вы только начали искать работу, то карта показывает, что отдаляется ваше желание, то есть придется поискать. И карта рекомендует искать именно то, что вам подходит по вашим способностям и талантам, по вашему опыту. И, может быть, не нужно торопиться. Также, кстати, вот по этой карте неплохо было бы подучиться чему-то, какие-то новые использовать возможности, то есть новые методики, новые какие-то технологии изучить и так далее. Для тех, у кого уже есть работа, 7 жезлов. Это работа в коллективе, когда у нас единая цель, когда у нас единые планы, но мы все-таки вот на шаг опережаем своих, ну, тех, с кем мы работаем, да, то есть все равно как-то мы здесь выделяемся. Будет какая-то ситуация, когда мы будем на виду, когда о нас будут говорить и будет возможность как-то продвинуться вперед. Для тех, у кого свое дело, король пентаклей – это самая замечательная карта для предпринимателей. То есть это либо люди появятся, которые помогут вам решить материальные, финансовые проблемы. Да, может быть, это партнер, может быть, это будет идея, предложение от какого-то человека. Либо вообще по этой карте идут сделки. Сделки денежные, сделки с недвижимостью, разного рода заключаются контракты, которые в будущем деньги принесут. Для тех, кто на зарплате, давайте денежки посмотрим. Здесь у нас рыцарь мечей. Карта говорит о том, что будет, возможно, прибыль от каких-то коммерческих сделок, да, от продаж. Может быть, прибыль, допустим, выплата за какую-то поездку, за командировку, допустим, да, или за обучение. Какая-то дополнительная, может быть, денежка сегодня. Для тех, кто зарабатывает своим делом, новое направление открывается. Либо сделку завершаем здесь, да, либо появляется возможность эту сделку завершить. Возможность начать что-то важное, какое-то направление важное, финансовое. Отношения, здоровье. Для здоровья выпадает у нас карта отшельник. Это как раз карта лечения, карта оздоровления, когда мы используем, в общем, действуем по назначению врача, когда мы правильно питаемся, да, на диете сидим, на голодании кто-то может сидеть по этой карте. Но в любом случае это возможность исцеления, если вот все сделать как надо. Резервные силы организма здесь активизируются. И итог дня – рыцарь пентаклей. Замечательная карта стабильности, защищенности, финансов, каких-то поступлений финансовых. В общем, когда мы чувствуем себя, знаете, и защищенными, и понимаем, что нам на все хватит, может быть, кто-то из близкого окружения тоже может денежки принести в семью, в дом, может быть, будет какое-то, знаете, событие, которое даст вам ощущение стабильности. Да, может быть, человек появится, который вот какую-то поддержку может оказать материальную, или статус какой-то предложить, или защиту какую-то предложить. Очень хорошие окончания дня. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.